Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – писатели и поэты о музыке и музыкантах. Язык искусства бывает очень разным, и даже при отсутствии слов люди его понимают. Об этом мы будем говорить на этом уроке. Мир искусства – особый мир, полный ярких образов и зыбких фантазий, философских размышлений и человеческих переживаний, поиска истины и гармонии бытия. Вся суть человеческой души выражена в нем особым метафорическим языком, будь то язык звука, формы, пластики, танца или света, источник вдохновения всегда находится в сердце художника. Нередко различные виды искусства сплетаются воедино, например, музыка и танец, музыка и слово, или же является источником вдохновения друг для друга. Стихи рождают музыку, музыка вдохновляет поэтов, да и сама жизнь великих мастеров отражается в литературе, скульптуре, танце и кинематографе. Гармония задумчивый поэт, так называют великого польского композитора Фредерика Шопена, творчество которого вот уже более 100 лет восхищает музыкантов и слушателей. Фредерик Шопен – очень тонкий лирический художник-романтик, оказавший значительное влияние на мировую классическую музыку. С раннего детства он играл на фортепиано и сочинял пьесы на любимом инструменте, вызывая всеобщее восхищение. Большая часть творческого наследия Шопена – фортепианные шедевры. В звуках этого инструмента раскрылась чуткая многогранная натура композитора, а жанр фортепианной миниатюры приобрел законченность формы и глубину содержания. Всего в 2-3 строках есть все – настроение, чувство, состояние, развитие, кульминация и эпилог, и не нужны более никакие подскриптумы, дополнения или разъяснения. Например, потрясающую емкость музыкального языка Фредерика Шопена можно наблюдать в прелюдии номер 7 ля мажор. Судьба композитора сложилась так, что, покинув родную Польшу, он так и не вернулся домой. Мысль о горячо любимой родине всю жизнь терзала сердце композитора. Он всей душой стремился обратно. Несмотря на успех в модном Париже и множество друзей, среди которых были музыканты Ференц Лист и Роберт Шумен, художник Ажен Делакруа и писательница Жорж Санд, он тосковал по дому, и поэтому печальными нотками любви пронизана его музыка. В 1830 году Фредерик Шопен уезжал в гастрольный тур. Друзья преподнесли ему тогда необычный подарок – кубок с родной землей, который он бережно хранил до самой смерти. Композитор похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез, а горсть родной земли так и осталась с ним. Свое сердце он завещал отвезти на родину, в Польшу, где оно сейчас находится в костеле Святого Креста. Жизнь Шопена и его любовь к родине вдохновила поэта Ашота Граша на создание стихотворения «Горсть земли» о великом композиторе. Когда Шопен отчизну покидал, друзья ему любовно поднесли в старинном кубке горсть родной земли, чтоб милый дар его сопровождал. Неизъяснимой грусти дни текли. Среди разных стран, холодных, чуждых зал, он свято кубок свой оберегал, в нем видя край, оставленный вдали.
Несмотря на присущую стилю Шопена прозрачность и элегантность, в его музыке заключена великая сила, сила любви и сила борьбы, возмущение души и протест против угнетания свободы воли. На события в 1830 года, когда в Польше вспыхнуло восстание, композитор откликнулся революционным этюдом, порывистым и бунтующим. Этюд в творчестве Шопена – это не учебная пьеса для развития техники исполнителя, а небольшой законченный шедевр. Среди произведений Фредерика Шопена есть мазурки, вальсы, полонезы, танцевальные пьесы, в которых слышатся отзвуки любимой польской народной музыки. Вальс номер 7 Фредерика Шопена вдохновил поэта Льва Озерова на создание стихотворения «Вальс». Еще звучит в моих ушах седьмого вальса легкий шаг, как вишня ветерок, как трепетание птичьих крыл, как мир, который я открыл, сплетение нотных строк. Сам Шопен очень любил музыку Моцарта. В детстве его сравнивали с маленьким Амадеем, и даже на своих похоронах композитор завещал исполнить реквием Моцарта. Трудно назвать музыканта или художника, который не восхищался бы талантом великого Моцарта. Моцарт – символ самой музыки, писал музыкальный критик и публицист Борис Владимирович Асафьев. Невероятная гениальность возвысила его над всеми мастерами всех искусств и всех столетий, писал о Моцарте великий Рихард Вагнер. В музыке Моцарта можно увидеть всю вселенную, говорил Альберт Эйнштейн. По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая кульминационная точка, на которой красота достигала в сфере музыки. Так выразил свое преклонение перед гением Петр Ильич Чайковский. Жизнь Моцарта вдохновила Александра Сергеевича Пушкина на создание литературного шедевра пьесы «Моцарт и Сальери», которую он писал в 1830 году в рамках цикла «Маленькие трагедии». Поэт использовал легенду о смерти великого гения, согласно которой Моцарт был отравлен завидующим ему композитором Сальери. Пьеса Пушкина далека от исторической действительности, но в ней рассматриваются глубочайшие вопросы человеческого существования, этики и морали, такие как жизнь и смерть, любовь и зависть, гений и злодействие. Моцарт чувствовал приближение смерти, когда к нему в дом пришел незнакомец в черных одеждах и заказал написать реквием, траурную за упокойную мессу. Моцарт воспринял это событие как знак судьбы. Ему казалось, что он пишет произведение для собственных похорон. Человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами. Сам третий сидит. Музыка реквиема всеобъемлющая,
трагична и вместе с тем светла. Она дает человеку повод задуматься о вечном. По циклу «Маленькие трагедии» Пушкина режиссером Михаилом Абрамовичем Швейцером был снят одноименный фильм, в котором пьеса «Моцарт и Сальери» представлена полностью, согласно пушкинскому тексту. А гений и злодейство – две вещи несовместные. Не правда ли? Ты думаешь? Итак, на этом уроке вы узнали, как воедино сплетаются мир искусства, музыки и танца, музыки и слова, как стихи рождают музыку, как музыка вдохновляет поэта. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.